пытаются решить это в Верховном суде. И там это решение не проходит. И только под видом некоего мирового соглашения он не платит налоги. 730 миллионов сомов. А его рейдерские движения, я просто о его деяниях не хочу вот те минуты, которые вы мне выделили, терять. Здесь и рейдерство, здесь и избиение, здесь увечье. Ну, я не знаю, уважаемые депутаты, что должен совершить Бабанов, чтобы оценить его деятельность. Мне в беседе уважаемая Отумбаева говорит: Бабанов и депутат, как же его, ну, который меня все эти 12 дней, Исаев, честные люди. А я стал быть бесчестный человек. Мен суранам депутаттардың атын атабай. Значит, депутаты 12 дней меня могли поливать, а я даже фамилию назвать не могу. Бұл залда так болмайды. нельзя, так нельзя вести себя, уважаемый спикер. Қуат Қалбекович, мен қайсы ғана депутат болбосын, ким болбосын, мен түзден түз зашталғанға билдет. Уважаемый Исаев с этой трибуны много дней упражнялся над моей фамилией, так же? Я специально Исаевым не интересовался, уверяю вас, не интересовался. И только услышав его выступление с этой трибуны, я просто спросил, кто такой Исаев. И мне принесли 4 уголовных дела, приостановленных в нарушении закона. 4 уголовных дела. Вы можете поинтересоваться, в каких деяниях он там упражняется и проходит. Так почему эти морально-этические нормы должны распространяться только на меня, а на всех остальных не должны распространяться? Вот ведь очевидность конфликта интересов. И это вот только 2-3 фигуранта, находящихся. Достан. Завод Достан. В прошлом, да и сейчас, наверное, производящий очень серьезную продукцию, вы об этом хорошо знаете. Заводится уголовное дело. Там происходит очевидное хищение составляющих этого секретного оборудования. Очевиднейшее хищение. В допросе один из фигурантов дела откровенно говорит, что эти деньги нужны на выборную кампанию определенной партии. Я, уважаемые депутаты, прошу и по этой части создать комиссию и провести проверку этого факта. А что касается Бабанова, то я вас прошу создать комиссию. И мы узнаем очень много интересного. Это уже 3-й фигурант, на которого не распространяются морально-этические нормы. Ну, а теперь о самом главном. Учитывая то, что уважаемая Отумбаева, ее оценка по моей части, высокие требования предъявляются ко мне морально-этической, а что, вокруг нее и по ее родственникам нет такой информации, по которым нужно было бы разобраться? У меня недавно был ректор Кыргызско-турецкого университета Таипов. Он возмущен до предела, если вы его пригласите сюда, он вам поведает очень много интересного. Часть здания Кыргызско-турецкого университета, как только Отумбаева становится на вершине Олимпа, судебные процессы начинают решаться в пользу ее сестры. И эта тяжба тянется 93-го года. И удивительным образом судом, решенное в пользу тех оппонентов, в марте решается в пользу ее сестры. Это разве не предмет для обсуждения? Вот эти факты, учитывая то, что время мое иссякает, лишь небольшая часть того, о чем общественность хотела бы знать и общественность обязана знать. То, что я сегодня принес лишь небольшую часть, говорит о том, что я специальным сбором не занимался.
Это то, что я вот взял. А там очень много интересного. Теперь о Мегакоме. Очень дорогостоящая компания. По некоторым оценкам, около 300 миллионов долларов стоит. Когда я приступил к обязанностям генерального прокурора, у меня тоже возникли большие сомнения по поводу Рыкуновой. Когда я начал интересоваться, с удивлением узнал, что это в прошлом Роза Качиева. Она известна всем, и мне известна. Я добился ее немедленного увольнения. Учитывая то, что были сомнения о правильности перераспределения 51%, я наложил арест на все 100% и передал фонду госимущества. Я допускаю, что там были некие проводки. Скорее всего, были. Но это нужно ставить в вину того внешнего управляющего. Если мне не изменяет память, это был тот молодой человек, который очень долго измывался надо мной, над моей фамилией. Вот он был. Значит, прежде всего надо его обвинить в этих проводках. Итак, мною были наложены 100% ареста и переданы фонду госимущества. Но поначалу у меня было тоже до изучения, у меня было тоже настроение и желание. Почему учитывая вот все эти вопросы, Кыргызстаном не завладеть 100%? Это было до образования коалиции. Бабанова с Атамбаевым еще не было. Была Утумбаева. И когда мы взялись арестовывать Силича, Роза Сааковна сказала, не трогать его. Учитывая ее положение, я принял другое решение. Появилась коалиция. Бабанов вместе с Атамбаевым упорно настаивали на том, чтобы возбудить дело финполиции. Я в соответствии с законом убеждал их недостаточное основание возбуждения уголовного дела только лишь на одних предположениях. Здесь среди вас есть юристы, и они не дадут мне соврать. В декабре было 25 миллионов поступления, в январе 15 миллионов, где 10 миллионов – это единственное основание возбуждения уголовного дела. По таким основаниям уголовные дела не возбуждаются. В марте заканчивается финансовый год, декларируется общая сумма, учитывается, сколько заплачено налогов, и только по этим основаниям можно было бы принять решение. Меня убедили, учитывая, что здесь очень высокие чины, и чтобы еще меня не обвиняли в предвзятости, я был вынужден согласиться. Куатып Калбекович, 20 минут бүтті. Қанша минут қосып беремін? 3 минут, пожалуйста. 10 минут. Не, 7 минуттан сілер сөйлейсіңдер. 3 минут өзі сұрап атпа. 5 минут. Мен сізді бербейді екен деп ойлап отырмын да. 4 минут анда. Предвзятость. Затем последовало отстранение. Отстранение. Тоже без достаточных оснований. Основание – смена собственника. Так декларировалось. Но вы же прекрасно знаете, что не было смены собственника. Было понятно, что идет прямой рейдерский захват. И моя вина лишь только в том, что я стал препятствовать этому захвату. И этого было достаточно, еще плюс к тому, о чем я раньше говорил, начать атаку. Атаку против меня. Что касается того, в чем обвиняют нас. Это сделка в купле-продаже, совершенная менеджерами. Я очень сожалею и каюсь, что я не стал вовремя вникать в эту ситуацию, когда я уже понял, было слишком поздно. Есть морально-этическое содержание? Безусловно, есть. Безусловно, есть.
Но ни я, ни моя жена об этом не знали, я сожалею. Недвижимость в центре 793 квадратных метров оценена в $400 тысяч. Получается $540 за каждый квадрат. Здесь есть бизнесмены, вы можете сказать, что недвижимость в центре производственного предназначения стоит от $600 до $700. И мы провели оценку независимую, 2 оценщиков. Они сказали, в одном случае говорят реальное, в другом случае немножко заниженное. Среди вас есть бизнесмены, уважаемые депутаты. Ну кто из бизнесменов продает свою недвижимость по реальной стоимости? Мы же все хорошо знаем. Занижает за тем, чтобы уйти от налога. А почему мы указали полную сумму? Да за тем, чтобы потом не думали, что Байболов спрятал налоги. От этих $400 тысяч $100 тысяч заплачено в виде налогов. Кто платит? Вы об этом хорошо знаете. Я имею очень много других фактов. Но уважаемый Тураган мне запрещает говорить в отношении депутатов. Хорошо, я выдержу это требование и не буду говорить. Вот. Я думаю, это не последнее разбирательство. Очень вас прошу, уважаемые депутаты, по всем этим фактам, которые я здесь изложил, и по тем фактам, которые я еще принесу, уже политического содержания, провести тщательнейшую депутатское расследование. Потому что уже в рамках уголовного дела, я уверен, разбирательство пойдет в другом направлении. Вот та писанина, которая к вам пришла из ГКНБ, тенденциозно и предвзято по содержанию, и не совсем корректная по форме. Я очень вас прошу, вот мою ситуацию довести до суда. Вот ту справку, которую написал Душебаев, передать в суд. Пусть суд рассмотрит. Если будет содержаться вина моей жены, давайте посадим ее. Если будет обнаружена моя вина, готов сесть. Но те бакиевско-максимовские прихвостни, на которых негде даже поставить клейма, более не должны иметь права измываться над честными людьми. Я работал депутатом, я работал министром, я работал комендантом. Я давно на этой политической авансцене. И почти большинство из вас меня знаете. Я не брал участок, когда все депутаты брали. Я честный человек. Вот. Недоразумение? Да. Рахмат.